Здравствуйте, в студии Надежда Саханская. Вы смотрите программу «Актуальное интервью». В этом году регион отмечает большую дату – столетия образования республики. Это событие очень важно для потомков в плане осмысления исторического пути нашей Родины. Об истории региона мы поговорим с гостем нашей студии, историком и краеведом Егором Шишигиным. Егор Спиридонович, здравствуйте. Здравствуйте. Вы один из признанных исследователей-краеведов России и долгое время возглавляли Якутский государственный объединенный музей истории и культуры народов Севера имени Ярославского. Для многих история гражданской войны остается лишь кратким обзором школьной программы. Расскажите о неизвестных фактах истории этого периода. Я лично считаю, что принято считать у каждого народа в своем развитии высшее достижение – это государственность. Вот поэтому я считаю, что именно образование Якутской ССР в составе Российской Федерации – это высшее достижение наших народов в XX веке. И, конечно, мы с 17 века после пересечения Якутии в состав России живем в многонациональной Российской империи. Вот поэтому все исторические процессы, все перемены, они обязательно касались и Якутии. Так и случилось в 1917 году, после прихода к власти большевиков, у нас тоже установилась советская власть, а с большими усилиями наши молодые плеяда первых якутских государственных деятелей, они добились 27 апреля 1922 года образования Якутской АСР в составе Российской Федерации. Это великое достижение. Конечно, в России началась гражданская война, но власть имущие никогда не так просто не сдают свою власть. Они, конечно, стараются вернуть свою власть. И, конечно, в России началась гражданская война. И гражданская война коснулась и далекой Якутии. И тут, конечно, много спорных вопросов. Вот, например, мой тоже руководитель, старший товарищ Василий Николаевич Иванов, в этом году он ушел из жизни. Он в последнем моем телефонном разговоре он сказал, нужно историю гражданской войны Якутии надо бы пересмотреть. На днях вышла трехтомник «История Якутии». Я немножко полистал, и, в общем, история гражданской войны там тоже отражается. Например, не очень известная страница гражданской войны, но в годы гражданской войны здесь в основном и повстанцы, и красные старались сохранить пушнину. С тем, чтобы пушнина тогда, единственное, мы могли бы там купить, обменять или по договору продукты питания, чай, табак и так далее. И в 1923 году, после окончания, только что наша республика закончила войну гражданскую, и по поручению Якутского ревкома в 1923 году всю эту пушнину вывезли в Москву, чтобы там на эту пушнину купить товары широкого потребления. Так. И Сибиревком в то время, они в Новосибирске конфисковали эту пушнину, сказали, это собственность Сибиревкома. И тогда Кузьма Егорович Андреевич, председатель продовольственного комитета Якутского ревкома, добрался до Москвы, встретился с поспредом Андреем Илларионовичем Мордвовым и рассказал о случившемся. И как раз они вышли Григорию Константиновичу Орджоникидзе, Серго. И он через Сталина вернул эту пушнину
они сказали, что это пушнина собственность Якутской республики, и они вернули Якутской республике. И наш поспред Мордвоп продал в международном аукционе в Лондоне эту пушнину. И в 1923 году во время Первомайского парада Максим Кириллович Амосов объявил, что наш поспред удачно продал нашу пушнину, и мы на это купили продукты первой необходимости, даже, значит, заказали якутский шрифт типографский. Ну, вот такая вот история, которую многие не знают. За эту пушнину погибли многие рябкомовцы, красноармейцы, советские работники. Ну, даже вот Пепеляев, они хотели всю эту пушнину продать за границу. Но вот генерал Пепеляев до сих пор вызывает очень жаркие споры у историков. Каково ваше мнение о нем? Кто же он был на самом деле? Ну, мое мнение однозначно. Когда Пепеляев в конце 22 года, в начале 23 года высадился на Охотское побережье в составе 800 офицеров белых, но тогда уже молодая Советская Республика. И здесь уже начали наладиться мирное строительство, повстанцы уже сдались, получили амнистию. И тут он высадился и хотел Якутию превратить в плацдарм для дальнейшего наступления на Советскую Сибирь. Так. И многие считают, но я считаю, что он, Пепеляев, ни одного, но ни малейшего какого-то доброго дела для якутян не сделал. И Исидор Никифорович Барахов, тогдашний первый секретарь обкома партии, обратился к народу защитить молодую автономную республику. И все население республики, включая бывших повстанцев, они стали на защиту родной республики. И погибло очень много молодых людей, особенно студентов, комсомольцев, рябкомовцев. Ну, вот. И недавно у нас был известный писатель Юзепович, который написал о Пепеляеве. Он считает, что Пепеляев великий стратег, занимается поэзией, гуманный человек и так далее, и так далее. На самом деле, Якутия в то время железной дороги нету, автомобильной дороги нету, население маленькое, и при том не воинственное. Вот. И он как хотел вот с такой Якутии превратить в плацдарм для борьбы с Советской Россией. Но, конечно, он не стратег. Ну, и там он очень плохо пишет о Иване Яковлевиче Строде, любимце нашего народа. Якутским Чапаем его называют. Я 100% уверен, что он даже не прочитал, наверное, работы наших писателей, ученых, например, Василия Назаровича Темезова, который написал монографию о Строде. Он написал о Строде, о Байкале Карла Карловича не очень лестными словами. Вот поэтому я хотел бы, чтобы люди воздержались, молодые журналисты и так далее. Они иногда пишут о героическом походе Пепеляева. А в советское время, и сейчас вот в третьем томе истории Якутии, только что вышедшей, они пишут это как авантюру. Это последняя интервенция была советской России. Егор Спиридонович, на протяжении всей истории наш край становился второй родиной для представителей многих народов. И всегда наши народы жили и в мире, и в согласии. Сейчас ли изменились традиции интернационализма? Ну, я согласен с вами. Мы в 17 веке стали в составе многонациональной Российской империи. И, конечно, якуты были патриотами России. Даже когда Наполеон напал на Россию,
здесь начался сбор средств. Даже там якутский полк сражался. А потом, значит, мы все время вместе жили, вместе, но интернационализм всегда у нас был в крови. Даже вот в Первой мировой войне коренных народов не призывали в армию царскую, и то якуты участвуют добровольцами. Из них 3 вернулись георгиевскими крестами. Вот поэтому патриотизм, интернационализм у нас в крови у местных жителей. Когда началась Великая Отечественная война, очень многие юноши, студенты и так далее записались добровольцами, и они добровольцами ушли на фронт. Скажите, во время Великой Отечественной войны жители нескольких районов были переселены на север. Существует, кстати, неоднозначное мнение о причинах этого самого переселения. Но в конце 30-х годов, в начале 40-х годов у нас была жесточайшая засуха. И, конечно, начался из-за того, что были годы неурожайные, голод. Но особенно пострадали Сунтарский район, тогда Улус, сейчас Нюрбинский и другие центральные улысы, в том числе и Чураптинский. И с тем, чтобы как-то спасти население, руководители Чураптинского района обратились в обком партии, чтобы их спасли от голода, и часть населения направили на северные районы, на рыбные промыслы. Тогда с началом Отечественной войны здесь увеличится план поставок нашей рыбы, соленой рыбы для фронта. И, конечно, там организаторские такие были проблемы, была погода и так далее. И я считаю, что это была вынужденная проблема. И тогда начались хорошие урожайные годы, но начиная с 1944 года вернули Чурапчу. Благодарю вас, Егор Спиридонович, за интересную беседу. Будем надеяться, что новый век в истории Якутии будет отмечен только положительными историческими событиями. Спасибо. Напомню, вы смотрели актуальное интервью. Берегите себя. До встречи.